Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Наступил сезон гриппа и ОРВИ. Учителя продолжают вести занятия в дистанционном формате, сохраняя школьную успеваемость на должном уровне. В Ленске продолжаются работы по сносу аварийного жилья. Подрядчики заканчивают работы в районе улиц Пролетарская и Орджоникидзе. Запланированный объем этого года выполнен. Реальный заработок для тех, кто имеет инвалидность. В Республиканском комплексном центре социального обслуживания открылась мастерская для людей с ментальными отклонениями. Обновленные помещения, свет и звук в Театре оперы и балета Якутии рассказали о проведенном ремонте. Сестры Ивановы из Якутии спели вместе с театром «Домисолька» в Москве. Выступление состоялось в рамках международного фестиваля «Белая трость». Даты визита президента России Владимира Путина в Китай определились. Кремль своевременно проинформирует о них, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Они определились, мы своевременно вас проинформируем, отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. На сегодняшний день в Якутии действуют 5 мер социальной поддержки участников СВО и их членов семей в сфере образования. Дети, посещающие детские сады, полностью освобождаются от требуемой оплаты за их посещение. Без оплаты также возможно пребывание в оздоровительных лагерях. Школьники пользуются правом на бесплатное питание, а студенты техникумов, колледжей и вузов могут подать заявление на повышенную ежемесячную стипендию в размере 5888 рублей и на приоритетное заключение договоров о целевом обучении. Всего, по последним данным, было подано 2867 заявлений, на специальную стипендию 1487, а на целевое обучение 1799. И 2 меры поддержки, это касаемо студентов, вне зависимости от уровня образования, это среднее профессиональное образование или высшее образование. Это первая мера поддержки, это назначение специальной стипендии, размер которого составляет 5888 рублей на сегодняшний день ежемесячно, вне зависимости, где ребенок обучается по всей России, да, и вне зависимости от его успеваемости. Эта стипендия там ежемесячная и заключение целевых договоров. Поисковый отряд студентов Алданского политехникума вернулся с очередной вахты памяти. Итогами экспедиции ребята поделились со сверстниками на Дальневосточном форуме поисковых отрядов. Подробности знает Руслан Павлов. Студенты Алданского политехникума только что вернулись с дальневосточного слета поисковых отрядов, который прошел в первой декаде октября в Якутске. Там ребята поделились богатым опытом участия во всероссийском движении «Вахта памяти». Главный вопрос – то, что без финансовой целевой поддержки государства поисковому движению будет очень сложно существовать. Сейчас это только прерогатива Министерства обороны. Да, в основном Министерство обороны. Также нам помощь оказывает Ассоциация защиты прав ветеранов Республики Саха-Якутия, Алданское казачество. Поэтому вот на сегодняшний день, да, нужна четкая целевая поддержка государства, финансирования именно поискового движения. В сентябре поисковый отряд политехникума в 3-й раз принял участие в поисковой операции под Ржевом. Ребятам удалось поднять останки 2 бойцов, а новичкам отряда получить незабываемые эмоции и по-новому взглянуть на события Великой Отечественной войны. Поисковики делают очень важное дело, то есть, когда они раскапывают бойцов, они раскапывают не кости, они раскапывают память о них. То есть это очень важное дело для каждого из нас. Моя поездка уже считается 2-й в Ржев. И, как всегда, я удовлетворен, потому что это всегда теплая обстановка, всегда теплые люди, добродушные. По возвращению с вахты памяти алданские студенты воспользовались уникальной возможностью посетить храмовый комплекс Министерства обороны в Подмосковье, что укрепило их дух и желание продолжать поисковую работу. Мы прошли дорогой памяти 1418 шагов по кругу, побывали в храмовом комплексе самом, посетили практически все экспозиции. Но чем понравилось? То, что очень много интерактивных экспозиций.
скажем так, стоят манекены, да, одеты в форму солдат, на заднем фоне идет бой. Создается впечатление, что ты находишься в гуще событий. Поэтому ребятам очень понравилось. Обсуждая итоги вахты памяти со своими наставниками, ребята уже горят желанием принять участие в очередной поисковой операции и привлекать к данной акции общественное внимание. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Глава Якутии провел очередное заседание Президиума оперативного штаба по обеспечению экономического развития республики. Участники обсудили исполнение ряда госконтрактов по строительству инфраструктуры региона. Для завершения строительства 5 многоквартирных домов в Усть-Алданском районе в рамках республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда принято решение об изменении порядка оплаты работ без изменения стоимости контракта. Штаб поддержал обращение застройщика в связи с образовавшимся дефицитом оборотных средств из-за удорожания стоимости строительных материалов. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, важно обеспечить своевременное исполнение планов по переселению граждан из аварийных домов в новые квартиры. Тем временем в Ленске продолжаются работы по сносу аварийного жилья. Проходят они в рамках федеральной программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Сегодня подрядчики заканчивают работы в районе улиц Пролетарской и Орджоникидзе. Запланированный объем этого года выполнен. Улица Орджоникидзе. Сегодня здесь завершается разбор 2 аварийных домов, жильцы которых уже были переселены в новые квартиры по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Подрядчики работают в ускоренном режиме, в разы опережающем сроки, указанные в контракте. Наша компания выиграла тендер на разбор ветхого и аварийного жилья в количестве 7 домов. По графику мы должны сдать это все 30 ноября. Организация работает с увеличением темпов, так как аварийные дома – это такое, знаете, место, где, грубо говоря, любит скапливаться молодежь, да, и так далее, поджигает их. Поэтому было принято решение задействовать более 15 единиц техники и в кратчайшие сроки снести наш объем. На снос аварийного жилищного фонда из бюджета Ленского района в этом году было выделено 13 миллионов рублей. В результате депутатский корпус поддержал инициативу администрации города. Было выделено из вышестоящего бюджета 32,5 миллионов рублей. По итогам аукциона заключен контракт. В настоящее время практически работы завершены по сносу 7 многоквартирных домов на указанном земельном участке. Имеется уторговка, которую также планируется использовать, эти лимиты, на снос еще 7 многоквартирных домов. Подрядная организация занимается сносом аварийного и ветхого жилья уже более 5 лет. У предприятия своя специализированная техника, опытные специалисты, слаженно работающие в команде. Благодаря этому разбор домов проходит быстрыми темпами. Так, 7 домов были разобраны за 7 дней. На данном этапе разбивается на 3 части. Это у нас сам снос, да, вывоз мусора, да. Второй этап – это у нас демонтаж фундамента. И третий – это у нас отсыпка ПГСом и отравливание данного участка. На данной стадии это у нас сейчас крайний дом, который по контракту мы сносим. На разбор одного дома уходит 1 день и более 2 миллионов рублей. С каждого аварийного строения вывозится порядка 250 машин мусора. К работе привлечено 15 единиц техники, несколько самосвалов, эскаваторы, погрузчики. Сегодня в городе остаются еще десятки домов, подлежащих сносу, но средств на все не хватает. Рассматривается вопрос выделения дополнительного финансирования на разбор нескольких расселенных домов по улице Дзержинского. Имеется еще потребность в сносе домов, их порядка 50 сейчас у нас на территории всего города Ленска. Еще нужны лимиты с учетом того, что сейчас последний квартал года, мы еще запросили 32,5 миллионов рублей на снос порядка 12 домов. После сноса домов подрядчик выравнивает территорию, отсыпает щебнем, готовит к новой застройке, которая начнется уже в следующем году. На этом месте тоже появится новый жилой комплекс из современных высоток. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Новый 53-й театральный сезон артисты и зрители театра оперы и балета встретили в преображенном здании. Театр отремонтирован и оснащен по нацпроекту «Культура» на сумму свыше 48 миллионов рублей. О проделанной работе расскажет Марферина Алексеева. В текущем году театр оперы и балета стал первым региональным театром, получившим субсидию на ремонт по федеральному проекту «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура». Ремонт зданию был необходим.
В некоторых служебных помещениях реставрацию не производили с момента строительства, а это с 1982 года. Впервые в этой истории, я 90-го года в этом театре работаю, да, и впервые вот это, для меня это исторический момент. От пола до потолка все сделано. Видите, какая красота? Люди, несущие красоту, они должны петь в красоте. Так ведь? Потому что они поют такую махину, такие оперы, такие оперные спектакли. Радость оперного хора оправдана. Этот кабинет был полностью возобновлен. В последние годы это помещение являлось складом. И вот в этом году снова служит по назначению. Помимо внутренней отделки помещений, проделан капитальный ремонт кровли и окон. По зданию были многочисленные протечки кровли, изношенные полы, продувающие окна, разрушение фасада, водостоков ливневых, проблемы с проводкой, с освещением, с покраской, в общем, в целом по зданию. Большой объем работы был проведен в производственном цеху. Здесь трудится более 50 работников. И именно тут создаются все костюмы и декорации. Капитальный ремонт позволил вывести здание из аварийного состояния. Протекала кровля, и это давало очень большие сложности. И это были подтеки по стыкам, это и, к сожалению, плесень где-то появлялась. Поэтому вот эти вот работы, они в какой-то мере даже помогут нам сохранить здание. Если вы видите, стены приглажены, окрашены в серый цвет, нормально. А до этого были такие, скажем так, бабушкины обои. Полы у меня, конечно, были старые, можно грубо сказать, совдеповские плитки. А сейчас постелили кафель, очень качественно, ровно. Нам поменяли полностью полы. Полы были старые, очень старые вообще, вот с щелями. А сейчас ровные стали. Вот когда будем, например, задники сделать, уже аккуратные, прямые будут. Сделано специальное покрытие пола для балетного зала. Также полностью заменена электропроводка и освещение в мастерских театра. На выделенные средства по программе оснащения театров приобретено световое и звуковое оборудование. Кроме того, на сэкономленные финансы удалось провести ремонт в зрительских зонах, отштукатурить и покрасить потолки, заменить двери, освещение и зеркала. В полной мере насладиться новым видом, звучанием и светом зрители смогли уже на открытии нового 53-го сезона. Марфирина Алексеева, Джилустан Накентьев, Якутск. Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Команда первых». На протяжении 3 дней участники практиковались по 5 направлениям: коммуникабельность, креативность, работа в команде, эмоциональный интеллект и публичные выступления. Благодаря такому конкурсу студенты могут развить различные навыки. По итогам конкурса организаторы выберут 15 лучших, которые будут представлять республику на федеральном конкурсе, который пройдет с 12 по 16 ноября в Нижнем Новгороде. Студенты, обучающиеся, активно себя проявили в разных полезных коллективных делах. Это и помощь семьям участников специальной военной операции. Мы помогали ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья, поддерживали памятники, проводили субботники, садили деревья. В общем, была масса всего интересного и, главное, полезного. Реальный заработок для тех, кто имеет инвалидность. В Республиканском комплексном центре социального обслуживания открылась мастерская для людей с ментальными отклонениями. Там они смогут изготавливать товары и в дальнейшем их продавать. Это стало возможным благодаря поддержке правительства и Министерства труда и социального развития республики. Подробности далее. Для людей с инвалидностью очень важно грамотно войти в социум и реализоваться. Благодаря проекту сопровождаемого проживания, который успешно работает более 2 лет, 21 человек уже работает как в частных предприятиях, так и в государственных учреждениях. В рамках данного проекта еще в 2021 году была открыта квартира сопровождаемого проживания для ребят с инвалидностью на Федора Попова, и где они обучались уже социально-бытовым навыкам и самостоятельному, скажем так, проживанию. В дальнейшем они были обучены и, соответственно, трудоустроены. Наши ребята все работают, получают зарплату, копят на длительные отпуска
ездят в отпуск. Очень нравится, всем научились готовить. Ходим свободно в магазин, покупаем продукты, вещи, готовим любимые блюда. Сюда пришла, чтобы просто поддержать, научиться, может, даже тоже гончарное дело чему-то, может быть. Вот, научиться, а потом в своем, может быть, там продавать. Сегодня настала очередь еще 16 участников проекта, которые теперь обретут свое дело. Для них открылась мастерская, в которой есть швейный цех, гончарный, а в дальнейшем планируется открыть еще и цех изготовления пастилы из фруктов и ягод. Здесь у нас швейный цех, здесь работают 3 наших ребят. Они здесь шьют постельное белье в сопровождении мастера Уваровой Ирины Егоровны. Швейный цех работает с июня, и за это время ребята сшили уже 32 комплекта постельного белья. Очень красиво их упаковывают, а сам комплект изготавливается из 100% бязи. А также еще обратите внимание, насколько ровные и аккуратные швы. И если швеи уже достаточно опытны, то в гончарном цехе ребята только недавно приступили к работе, поэтому пока только учатся. Они будут изготавливать из глины якутскую сувенирную посуду. Здесь у нас принято 10 наших ребят. Они будут работать тоже по 4 часа по графику. То есть утром и после обеда по 4 часа. Они работают в сопровождении мастера Галины Владимировны Коротовой. На этом проект не завершается. В дальнейшем его планируется масштабировать и распространять на улусы республики, чтобы как можно большее количество людей с особыми потребностями смогли реализоваться. Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск. Студенты и преподаватели СВФУ написали всероссийский экономический диктант. Так, по подсчетам организаторов, в этом году в научной библиотеке университета собрались около 200 представителей финансово-экономического института. Напомним, всероссийский экономический диктант проводится с 2017 года в единый день во всех субъектах России. В нем участвуют как школьники, студенты, так и преподаватели вузов, специалисты и руководители всех отраслей. Участникам дается 45 минут на решение вопросов об исторических датах, экономических деятелях, а также развитие экономики России. Прохожу этот всероссийский экономический диктант уже в 3-й раз, то есть с 1-го курса. Пришла я, чтобы узнать свои знания по экономике. В принципе, я помню, в прошлом году проходила этот диктант, и были вопросы не такие сложные. То есть каждый студент, человек сможет ответить на эти вопросы. Это обычные экономические знания, которые каждый человек должен знать про деньги, про курс рубля, в экономике и так далее. Наступил сезон гриппа и ОРВИ. Одежда не по погоде, сниженный иммунитет и плотный контакт с другими людьми в закрытых помещениях поспособствовали скорому уходу нескольких школ на карантин. Как обстоят дела, сколько зарегистрировано заболевших и что нужно делать, чтобы позаботиться о своем здоровье, узнаем в нашем следующем сюжете. Как только количество заболевших превышает 20%, весь класс или группа уходит на карантин. По данным на 10 октября он затронул 19 групп в детских садах, 700 воспитанников, и 31 класс в 18 школах, в целом 883 учеников. Но учеба продолжается. Времена цифровых технологий в таких случаях выручают. Учителя на время карантина перешли в дистанционный формат, сохраняя школьную успеваемость на должном уровне. За последнюю неделю было отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, и через пару дней школьники вернутся за парты, чему очень рады педагоги. В основном у нас ушли дети из группы начальных классов, поэтому сами понимаете, как важно, чтобы учителя лично проводили занятия. Но при этом рекомендации соответствующих органов есть, поэтому если в классе заболеваемость ОРВИ превышает 20%, то мы, естественно, этот класс отправляем на карантин. Правда, при этом требуем, чтобы классные руководители и родители предоставляли справки, подтверждающие, что дети действительно заболели ОРВИ. Специалисты во избежание массовых заболеваний настоятельно рекомендуют прививать своих детей. Во всех общеобразовательных учреждениях работают специальные кабинеты, в которых обучающиеся могут проставить все необходимые прививки. Надо отметить, что в общеобразовательных учреждениях продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на сегодня профилактические прививки против гриппа охвачены более 13 тысяч, в том числе детей дошкольного возраста привито 4110, с 1 по 11 классы привито 9295,
и работников школ и детских садов составляет 2055. Это 42%. С каждым годом доверие населения к вакцине растет. Количество людей, выстроенных в очередь на прививание, стало гораздо больше, отмечают врачи. Данная тенденция значительно снизит риск заболеваемости, особенно в разгар весеннего и осеннего сезонов. Мне сейчас поставили прививку от гриппа, называется Savigripp. У меня 2 детей. Один ребенок ходит в садик, другой ребенок в школу. И они каждый год в сентябре прививаются Savigripp. Я думаю, что это очень помогает. Они сильно не болеют. В целом ситуация стабильна. Количество заболевших находится на том же уровне, что и в предыдущие годы. Рост заболеваний ОРВИ и гриппом связан лишь с переменчивыми погодными условиями и тесным контактом с другими людьми в закрытом пространстве. Врачи настоятельно рекомендуют проветривать помещение, проводить уборку своевременно, соблюдать правила гигиены, вакцинироваться и при обнаружении недомогания, насморка или кашля сразу обратиться к специалисту и уйти на больничный. Во-первых, это масочный режим. Да? Обязательно нужно вводить масочный режим. Это мытье рук обязательно, проветривание, кварцевание. То есть в школах хотя бы 2-3 раза в день убирать классы, мыть классы, коридоры, общественные места, ручки обязательно, дверные ручки мыть. И это полноценный сон, полноценное питание, витамины. По последним данным Управления Роспотребнадзора в республике выявлено 7622 случая ОРВИ, что ниже показателя предыдущей недели на 5,4%. Заболеваемость школьников ниже на 12,3%. В текущий период был зарегистрирован подъем среди таких заболеваний, как грипп, ОРВИ и COVID-19. Ситуация находится под контролем. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. К концу же недели по всей республике ожидаются понижение температуры, гололедица и порывистый ветер. В западных, центральных и южных районах идут дожди, и температура воздуха намного выше нормы. В центральных районах 5-10 градусов тепла, в западных плюс 11, плюс 17, при сезонной норме в плюс 1, в плюс 2 градуса. 14 октября температура опустится ниже сезонной нормы в пределах минус 6, минус 11 градусов. В центральных и западных районах региона на северо-восток уже приходит похолодание. Кроме того, циклон, принесший теплую воздушную массу почти на всю республику, вышел на Оленёкский район. Далее он переместится на Мирнинский, Ленский и центральные районы, а затем уйдет Этот фестиваль стал особенным и для автора проекта Дианы Гурцкой. Певица тяжело переживает потерю супруга. Она не появлялась на публике, отменила концерты. И только фестиваль помог Диане вновь выйти на сцену с новой песней, посвященной мужу. Тебя буду
Это такое, знаете, счастье, когда я вижу этих детей, какие они целеустремленные. Поверьте мне, что я у них тоже многому учусь. Фестиваль «Как добрая традиция» уже в 14-й раз помогает детям осуществить мечту – выступить со звездами. Сосо Павлиашвили, Ольга Кормухина, Александр Буйнов, Анита Цой. Вместе с ними на сцену вышли более 70 детей. Кстати, новогодняя атрибутика в кадре не просто так. Полная запись концерта выйдет в праздничные выходные января 2024 года. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.